Я защищаю интересы Адахана Кимсанбаевича Мадумарова в уголовном деле, которое сейчас известно на всю республику, но на самом деле вопрос, связанный с земельным участком на юге нашей страны, я знаю уже достаточно долго, как минимум 2-3 года мы этот вопрос изучали и освещали. И хотела бы вам немного раскрыть ситуацию, чтобы граждане понимали, что происходит по уголовному делу и почему Мадумарова обвиняют в том, что он отдал землю таджикам, потому что мы, защита, считаем и абсолютно убеждены в этом, что никакого отчуждения нашей киргизской земли в пользу таджиков благодаря Мадумарову не произошло. Если вы все знаете, да, мы на протяжении всей нашей независимости пытаемся определить нашу границу с Таджикистаном. И у нас до сих пор очень много белых пятен на этой границе. Из-за этого граждане и Таджикистана, и Кыргызстана постоянно входят в определенные боевые военные действия. И эти действия, они фактически все порождаются именно вот неопределенностью с границей. Очень немногие знают, что еще в 2005 году, 18 мая, наше правительство подписало с правительством Республики Таджикистан соглашение, которое есть в открытом доступе на сайте Министерства юстиции. В этом соглашении в части 1 указаны все спорные участки, которые до определения точности границ должны быть каким-то образом урегулированы между собой. В статье 5 указано, что все эти спорные участки передаются в аренду сроком на 49 лет за $1 в год. То есть вот эта предыстория аренды, передачи земли, она фактически порождена вот этим соглашением, а никак не протоколом рабочей встречи, который подписал Мадумаров 3 марта 2009 года. В статье 6 этого соглашения указано четко, что при определении действительной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, то есть четкая линия, вот это соглашение о передаче земли в аренду не будет иметь никакой юридической силы, как и последующие соглашения. А протокол рабочей встречи, который подписал Мадумаров 3 марта 2009 года, вообще по сути юридическим документом не является. Почему наше правительство, наши сотрудники силовых органов прицепились к этому протоколу, нам, в общем-то, ясно. Им просто не нравится сам Мадумаров, потому что Мадумаров относится к оппозиции. Но по сути своей данный протокол рабочей встречи не породил вообще никаких юридических последствий. Этот документ не был зарегистрирован в Министерстве юстиции. Он не был ратифицирован как международный документ и не хранится, соответственно, в архивах ООН. Этот документ не использовался для каких-либо дальнейших заключений, соглашений, протоколов, договоров. То есть это оказался тупиковый абсолютно документ, который был подписан, но в последующем, в декабре 2009 года, уже на данный протокол никто не ссылался, его просто обошли и пошли дальше при определении границ. Поэтому мы считаем, что все уголовное дело на самом деле абсолютно высосано из пальца, и оно направлено исключительно на то, чтобы убрать Мадумарова и с политической арены. Другого варианта в этом уголовном деле нет. Что такое статья 6 соглашения между правительствами Кыргызской республики и правительством Республики Таджикистан о взаимном отводе земельных участков? Оно было подписано в городе Душанбе 18 мая 2005 года, ратифицировано законом Кыргызской республики 13 февраля 2006 года, находится на сайте Министерства юстиции. Любой желающий может открыть и прочитать этот документ. Позвольте, я просто сделаю полную цитату с этой статьи. Статья 6. Стороны не должны ссылаться на положение данного соглашения во время проведения делимитации и демаркации
линии государственной границы Кыргызской республики и Республики Таджикистан. То есть здесь определены спорные земли. Они отводятся, эти спорные земли, для аренды, но при этом, когда уточняется государственная граница, четко уточняется, вот это соглашение и все последующие соглашения утрачивают свою силу. То есть будут действовать только те соглашения, которые определили конкретную государственную границу. Это соглашение временное, на период, пока у нас граница состоит из белых пятен. Как только белые пятна уйдут с границы, это соглашение также утратит силу. Пока мы не усмотрели, хотя, откровенно говоря, конечно, мы все 15 томов уголовного дела до сих пор не изучили, у нас не было такой физической возможности, нам не предоставили такой возможности, да? Но при этом всем мы понимаем, что ссылка по обвинительному акту идет исключительно на данный протокол рабочей встречи, подписанный 3 марта 2009 года. Почему-то следствие считает это длящимся преступлением, и почему-то волнения на нашей границе с Таджикистаном в 2019 году привязывают именно к этому протоколу. Почему они к этому привязывают, нам до сих пор не ясно, потому что данный протокол фактически он не стал рабочим документом. И вот гриф «секретно», кстати говоря, нас очень возмущает гриф «секретно» на этом уголовном деле, потому что все первоисточники находятся в открытом доступе. Часть документов находится на сайте Минюста, часть документов, в частности протокол рабочей встречи, он находится благодаря СМИ в открытом доступе на протяжении уже нескольких лет. То есть любой поисковик вам откроет этот документ. Зачем нужно было на дело ставить гриф «секретно», нам не ясно. Может быть, есть какие-то еще сверхсекретные документы в этом уголовном деле, но хотелось бы объяснить всем гражданам. Очень любопытно, что у нас в статье 167 Уголовно-процессуального кодекса находится четкая инструкция, как должно действовать следствие при получении в дело секретных документов. Оно должно выделять эти материалы в отдельный обособленный том, присваивать данному документу гриф. Все остальные документы должны находиться в открытом доступе для защиты, для участников процесса. И, соответственно, сам процесс должен проходить в открытом режиме. Единственное, те дни, когда будут изучаться закрытые секретные документы, можно сделать закрытым процессом. Мы абсолютно убеждены, что гриф «секретно» на это уголовное дело поставлен исключительно для того, чтобы лишить возможности гражданам Кыргызской республики знать, за что собираются осудить Мадумарова. Воспрепятствовать благодаря этому грифу «секретно» доступу на процесс журналистов, чтобы они видели и слышали показания свидетелей, которые совершенно обеляют Мадумарова. То есть мы убеждены, что этот гриф наложен исключительно для того, чтобы осудить Мадумарова, не давая возможности нам, гражданам, проверить, насколько законно все это происходит. Это будет судилище. Мадумаров, он всегда был в оппозиции. Мадумаров всегда не нравился нашим президентам, к сожалению, да? Потому что, к сожалению, слабые политики очень не любят сильную оппозицию. И Мадумаров даже сам по себе как фигура, не считая членов его партии, для них страшен, потому что он для них сильная оппозиция. Поэтому все наши президенты периодически пытались возбудить уголовное дело против Мадумарова при любых выборах. То есть как только Мадумаров опять возвращался в политику, опять поднималась грязная пена, связанная с этим протоколом. Появлялись возгласы о том, что Мадумаров, таджик, продал таджикам нашу кыргызскую землю, и постоянно пытались инициировать уголовные дела. Вот это уголовное дело было возбуждено в апреле-мае 2019 года Генеральной прокуратурой Кыргызской республики, и возбуждено оно было после волнений на границе в 2019 году. На протяжении нескольких лет Мадумаров не был депутатом
к тому времени, да, на протяжении нескольких лет следствие никаким образом не могло доказать причастность Мадумарова к совершению преступных действий против государства, потому что этих преступных действий не было. Когда у нас шли выборы в действующий Жигорку-Кинеш, в первый день избирательной кампании с высокой трибуны было заявлено, что всех изменников и государственных преступников, которые продают нашу кыргызскую землю, надо привлечь к уголовной ответственности и наказать. После этого следствие активизировалось. Вот. И в этом году, в августе месяце, дело было передано в ГСУ МВД из Генеральной прокуратуры, причем было передано по злоупотреблению служебным положением, потому что хоть оно и было возбуждено по государственной измене, все мы знаем, что в 2022 году Жигорку-Кинеш отказал в даче согласия на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности по статье «Государственная измена». Поэтому было переквалифицировано на статью злоупотребления. В июле 2023 года Жигорку-Кинеш дал согласие на привлечение Мадумарова. Причем, когда они давали согласие, они сами заявили о том, что эта статья попадает под прекращение по срокам давности. Вот. После того, как Жигорку-Кинеш дал согласие, Генеральная прокуратура через месяц передала это дело в ГСУ МВД. Следователь ГСУ МВД, ни разу не вызывая Мадумарова, принимает в свое производство дело 30 августа и 2 сентября самовольно переквалифицирует действия Мадумарова на государственную измену, привлекает его. Не буду рассказывать всю эту страшную историю, как Мадумарова задерживали, ее знает, наверное, вся наша страна. Но после того, как он ему предъявил обвинение по статье «Государственная измена», он должен был вернуть дело в прокуратуру для того, чтобы прокуратура определила подведомственность рассмотрения этого дела. Потому что статья «Государственная измена» входит в подведомственность исключительно ГКНБ Кыргызской Республики. Но наш следователь продолжает расследование по этой статье замечательной, предъявляет Мадумарову обвинение. Фактически его после этого ни одного раза не допрашивает. Мадумаров просто сидит в СИЗО ГКНБ. И в дальнейшем мы выясняем уже 25 сентября, что оказывается 31 мая 2023 года один господин обратился еще в ГСУ с фактом мошенничества. ГСУ МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества, и 25 сентября Мадумарову предъявили обвинение в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере и объединила это дело с засекреченным делом по государственной измене. Присвоила также гриф «секретное дело» по факту мошенничества, и передает его теперь, вернее, не передает, а уже передало его в суд. Процесс будет в среду, 18 октября в Первомайском районном суде в 14 часов 30 минут. Наш судья Сатарбек Улу. Мы пока не знаем, в каком зале будет проходить процесс. Должны сказать, что этот процесс будет идти в закрытом режиме. Предварительное слушание оно проходит в закрытом режиме. Но в перерывах мы предполагаем, что судья будет уходить в совещательную комнату. Мы будем рассказывать, что происходит. Как минимум будем информировать о принятых судом решениях. Посмотрим. Нам самим очень бы хотелось знать, что в судах все-таки есть закон. Если закон есть, и в судах он тоже есть, то мы должны все надеяться на то, что завтра Мадумарова должны освободить из-под стражи, исключить часть доказательств из уголовного дела, снять гриф «секретно». Мы сейчас написали ходатайство следственному судье признать недопустимыми доказательства, все доказательства, которые сделал следователь, начиная со 2 сентября, потому что он самовольно
незаконно переквалифицировал на данную статью и без разрешения Жогурку Кинеша предъявил обвинение Мадумарову как по государственной измене, так и по статье мошенничества. По статье мошенничества следствие и генеральный прокурор вообще не просили у Жогурку Кинеша согласия на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности. То есть все мы понимаем, если действовать в рамках закона, то все, что сделал следователь, начиная со 2 сентября, начиная вот с утра сентября, 2 сентября, оно все за гранью закона. И если судья завтра будет рассматривать дело в соответствии с УПК, оно должно признать действия следователя незаконными, признать эти доказательства недопустимыми. Действия следователя ГСУ МВД, правильно? Да. А кто является следователем? Джапеков Улан. Он у нас старший следователь, руководитель следственной группы. Мы не можем сказать, кто еще входит в следственную группу, потому что фактически, кроме Джапекова, по этому делу никто не работал. Во всяком случае, мы вообще даже со стороны Джапекова особой работы не видели. То уголовное дело, которое сейчас ушло в суд, оно состоит из 15 томов. 13 томов сформировала Генеральная прокуратура, она их подшила, составила опись. ГСУ просто перешила свои корочки на этом деле, переделала опись под себя, то есть со своей фамилией. На этом, в общем-то, следствие по госизмене было завершено. То есть следователь Джапеков ни одного полноценного допроса от Мадумарова по статье «Государственная измена» не получил. Давайте мы сегодня еще поговорим относительно здоровья Мадумарова. Мы ходатайствовали перед судом об изменении меры пресечения Мадумарову. Причем основная наша компонента ходатайства состоит из блока, связанного со здоровьем. Мадумаров в силу возраста достаточно тяжелого, сложного режима, ну и вообще как бы человек, который имеет уже ряд хронических, очень серьезных болезней. У него сахарный диабет 2 типа. Это подразумевает, что человек должен постоянно иметь доступ к свежему воздуху, постоянно должен питаться по режиму, постоянно должен проверять уровень сахара в крови, потому что любое повышение сахара, оно может очень негативно повлиять на деятельность всего организма в целом, потому что это болезнь крови. Кроме того, у Мадумарова у нас, на самом деле, когда мы прочитали выписку из спецполиклиники по управделами президента, мы были в шоке от того, сколько заболеваний у Мадумарова. Но я назову второе, для нас очень серьезное. Это коронарная болезнь сердца, очень 2 типа, по-моему, нет, 3 типа, очень высокого риска. У него вживлен кардиодатчик в сердце, вживлен он несколько лет назад и должен постоянно находиться под наблюдением. У Мадумарова, оказывается, еще несколько лет назад врачи диагностировали проблемы с сердечной деятельностью, и ему было рекомендовано установление стендов. Но так как ему установили кардиостимулятор, он понадеялся, что сможет обойтись без операции для установления стендов, так как предполагал, что будет следить за своим здоровьем, постоянно находиться под наблюдением врачей, полностью выполнять все рекомендации и тем самым избежать тяжелых последствий. Но когда 2 сентября Мадумарова задержали, его поместили сначала в ВВС ГКНБ Кыргызской Республики, потом в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики. Мы, как адвокаты, должны сказать, что, к сожалению, данное СИЗО не оснащено медчастью. Ее просто нет. Ранее там было несколько комнат, которые назывались медчастью, но в связи с заполненностью СИЗО эти комнаты переданы под камеры, и у нас в СИЗО отсутствует медчасть. Отсутствует там и врач, потому что единственный сотрудник, который занимается здоровьем пациентов, находящихся в СИЗО, это фельдшер. Фельдшер находилась в отпуске до 15 сентября. И до 15 сентября проблемы со здоровьем всех заключенных это были их личные проблемы. То есть спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Что родственники передадут,
какие медикаменты, с тем и обходились. В связи с этим, начиная с 7 сентября, нами, защитниками, делались неоднократные заявления следователю о том, чтобы Мадумарову оказали и медпомощь нормальную, квалифицированную, и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Заявили о судебно-медицинской экспертизе несколько адвокатов. И мы все получили отказ на том основании, что, ну, во-первых, дело секретное, поэтому нам никто не дал постановление об отказе, но при прочтении этого постановления в МВД мы отметили, что отказ связан с тем, что, оказывается, они вполне себе в состоянии обеспечить надлежащее лечение Мадумарову, находясь в СИЗО. Его 11 сентября вывозили в поликлинику ГКНБ, он разговаривал с кардиологом. Единственное, что сделали, это взяли общий анализ крови и проверили, по-моему, его давление и уровень сахара в крови. Все, больше никаких анализов не проводилось. В дальнейшем, так как состояние здоровья ухудшилось, 24 сентября согласились на проведение нового обследования. И 25 сентября после осмотра кардиолога Мадумарову был установлен суточный ЭКГ-монитор, то есть это тот приборчик, который на протяжении суток в состоянии полного покоя фиксирует состояние работы сердца. И данный приборчик установил, что в ночь с 25 на 26 сентября, в период полного покоя, то есть с 4 до 6 утра, у Мадумарова 4-жды останавливалось сердце. Каждая остановка была на несколько секунд. Это период абсолютно полного покоя. Если бы у него не был установлен кардиостимулятор, то в ту ночь Мадумарова уже бы не стало. И когда показания суточного монитора получил и расшифровал кардиолог, она потребовала, чтобы Мадумарова перевели на хирургическое вмешательство, чтобы ему сделали операцию. Во всяком случае, она об этом сказала самому Мадумарову и об этом сделала запись в его медицинской карте в СИЗО. Видимо, руководство СИЗО после такой записи забеспокоилось. И, не откладывая дело в долгий ящик, начиная с 26 сентября, думала и 2 октября сделала запрос в Минздрав относительно того, как бы Мадумарову сделать дополнительное кардиообследование во избежание проблем. И мы, узнав, в общем-то, о том, что действительно такие показания монитора есть, сами запросили информацию от руководства СИЗО о том, что они собираются делать с такой записью. 11 октября мы получаем официальный ответ СИЗО о том, что они 2 октября сделали подобный запрос в Минздрав. Мы его продублировали и 11 октября обратились также в Минздрав с вопросом, что же происходит с Мадумаровым. В пятницу вечером нам дали ответ. Позвольте, я этот ответ зачитаю. Они сообщают, что в следственный изолятор ГКНБ был направлен ответ 5 октября. Нам же они сообщают, что 13 октября, они сообщают, что 14 октября, в субботу, мы готовы положить Мадумарова на дополнительное обследование в Национальный центр кардиологии и терапии имени Мирахимова. Дали контактный телефон главного врача с тем, чтобы мы могли связываться и определять вопрос о госпитализации. Но так как Мадумаров, к сожалению, не может своими ножками туда прийти, и мы, адвокаты, его привести не можем, потому что он не дома, мы вынуждены по этому поводу просить руководство СИЗО решить вопрос госпитализации, тем более, что они, оказывается, 5 октября уже получили об этом ответ. Но наши запросы пока остаются без какого-либо реагирования. Сегодня у нас вторник, 17
То есть с ответа, который получил начальник СИЗО, прошло 12 дней, Мадумаров до сих пор не госпитализирован. И мы очень сомневаемся, что Мадумарова госпитализируют до процесса. Поэтому завтра, конечно же, на процессе мы будем говорить в первую очередь о том, что для нас критически важно, чтобы Мадумарову изменили меру пресечения, пусть даже на домашний арест, с тем, чтобы мы могли возможность немедленно положить его, госпитализировать в Национальный госпиталь кардиологии и терапии для кардиологического обследования. Потому что Мадумаров нам, адвокатам, заявил, что он не собирается принимать никакую медицинскую помощь от сотрудников СИЗО, от сотрудников спецполиклиники ГКНБ, потому что он просто-напросто не доверяет этим людям. Он переживает, что благодаря их вмешательству его здоровье может еще более кардинально ухудшиться. Поэтому мы считаем, что единственная возможность сохранить его жизнь – это самим госпитализировать его в национальный госпиталь. Будем надеяться, что суд нам завтра пойдет навстречу.